Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Это тот же день, ролик у меня уже зашел, идут кое-какие комментарии, но все, больше читать, смотреть мне некогда, хотя и так только читала, отвечать не успевала. Позавтракали, убрала посуду, помыла свою плиту, ну, все, что нужно, по дому сделала. И теперь займусь курочкой, займусь мясом. Я вам сказала, что у меня сегодня заказ, но он не сейчас, ну, не такой быстрый, но я все потихонечку подготовлю, чтобы ко времени у меня все было готово. Я сейчас замариную курочку, пропущу через мясорубку мясо, поставлю варить тыкву. Ну, это все вы увидите, короче говоря. Ну и нам тоже нужно на обед кое-что приготовить. Приготовлю нам тоже обед, по ходу. Все это будет вместе происходить. Замешу тесто. И потихонечку я буду вам это все показывать. Насколько это будет вам интересно, это уже вам судить. Как могу, так и снимаю. Надеюсь, вы останетесь со мной. Я вам благодарна за ваши комментарии, за ваши подписки, за ваши лайки, за ваше участие. Ну давайте, хорошего дня нам. Хотя вы ролик будете уже смотреть вечером. Ну вот, друзья, займемся теперь мясом и курицей. Так, мясо я уже помыла, а курицу, как видите, ее, конечно, нужно почистить. Но такая курица мне попалась, прям здоровая. Так, я вас пошатнула. Сейчас мне на интерес захотелось ее взвесить все-таки. Давайте-ка мы ее взвесим с вами. Сколько же она весит? Представляете, курица весит 3 килограмма 95 грамм. Ну, здоровая курица. Я сейчас без вас быстро ее почищу, опалю, разделаю. Ну вот, друзья, курочку я помыла, все сделала. Теперь я быстренько ее замариную. Ну, может быть, я маринад покажу, в принципе, да? Ну, ничего такого. Сегодня будет такой маринад. К сожалению, у меня нет меда. Было бы здорово, если бы был мед. Так, где-то я видела. А хотя на эту курочку у меня, наверное, и будет. Сейчас, минуточку. Так. Чайную ложечку хотя бы нашкрябаю. Я в тот раз делала с медом. Мне очень понравилось. Ну, немножечко у меня нет, к сожалению, меда. Надо будет купить. Ну, сколько уж есть. Так, значит, у меня тут чесночный перец. Хватит, курочка только одна же. Немного черного перца, немного красного перца. Дело в том, что я еще хочу свою абхазскую аджику, поэтому не буду много этого кидать. Так, немножко растительного масла. Так. Помою. Дальше нужна нам паприка. Так. Пусть будет паприка. Ну и вот наша абхазская аджика. Сегодня обязательно ее сделаю. Так, и немножко соевого соуса. И соли, конечно. Ну, сколько соли?
Вот без горки столовая ложка может быть. Такая. Так, у меня еще абхазская аджика. Ой, соленая. Чуть поменьше добавлю. Так, мед хорошенечко разбавлю. Так, на обед я приготовила гречку с мясом. Немножко отрезала кусочек мяса. Сын приехал, покормила, он уже уехал. Мы поели. Он немножко на правильном питании. Старается прибавить вес. После ковида долго не может прийти в себя. Похудел и снова не поправляется. Я говорю, вот бы можно было бы мои килограммы ему отдать. Было бы здорово. Так. Ну и все, теперь, наверное, просто будем намазывать. И часа 2, даже 3 у меня есть. Курочка будет мариноваться. Хотела сначала разрезать, окорочок слишком большой, но решила оставить, не знаю. Просто грудку я на 4 части разделала. А вдруг им нужен окорочок полностью. У нас как-то принято полностью. Просто курочка большая действительно попалась. Абхазская аджика, прям такой аромат от нее. Именно от базилика, от кориандра. Так, все. Как раз хватило. Все. Теперь, пока будет стоять, несколько раз перемешаю, чтобы вкусы перемешались. Теперь займусь мясом. Так, ну а теперь займусь мясом. Мясо, если честно, оно красивое, хорошее, но вот делать что-то на заказ, оно, конечно, мне не очень выгодное. Потому что вот такая большая кость. Видите, какая? Ну, тут мозговая косточка такая с этим. Ну, сын меня попросил ее все-таки купить, этот кусок. Хочет отварить. Все. Сейчас вот это вот. И жира тут много. Вот чтобы на заказ что-то готовить. Не очень удачный кусок, но ничего. Так, это тоже туда. Видите, очень много жира получается. И, конечно, оно не очень выгодно. Поэтому я всегда, вот когда мне нужно на фарш, покупаю мякоть от шеи. Или без косточки, отдельное филе покупаю. Филе или я не знаю, как правильно, мякоть, короче. Но у него не было, он отдельно без кости не продавал. А куда-то ехать дальше у нас просто не было времени. Потому что сыну надо было на работу, и нам надо было быстрее приехать домой. Так, поэтому жир этот, конечно, я, наверное, уберу. Пусть он будет отдельно как жир идти. Так, сегодня мне нужно немножко котлет. Да, скорее всего, у меня там есть куриное мясо, так вот косточка. Скорее всего, я это все добавлю туда. У меня есть домашняя курочка. Короче, сейчас это просто оставлю. Домашняя курочка, я ее оставила для этого, чтобы добавить фарш и сделать пельмени, попробовать. Для себя, просто чисто для себя попробовать сделать пельмени. Так, ну небольшой жир не помешает. Это я прокручу. Так-то мясо хорошее, но вот
После обвалки, после всего хорошего мяса тут маловато. Получается слишком дорого даже. Тесто я уже замесила, не стала вам снимать. Вот оно будет стоять еще часа 2, наверное, даже. Что еще рано. Сейчас тоже быстро подготовлю начинку для лепешек. Это творог. Творог у меня свой домашний, и совершенно он у нас пресный, друзья. Отожмем от лишней сыворотки, если она тут есть. Потому что творог должен быть как можно суше, чтобы он не вылезал у нас из лепешки. Так, этот творог у меня был замороженный, я еще с вечера разморозила, потому что творог я уже замораживаю на зиму, потому что корова зимой не будет доиться. А творог будет нужен. Я так понемножечку буду подключаться и кое-что показывать. Не весь процесс вместе, чтобы вас не утомлять. Посолим по вкусу и добавим одно яйцо. И все. Можно добавлять зеленый лук, но это просто на любителя. Неизвестно, хотят ли мои клиенты лук или нет, во-первых. Во-вторых, у меня его просто даже нет. Например, у меня в семье с луком не едят. Картошку не едят, вернее, как картошку. Лепешки с картошкой не едят, если туда добавлен лук, хоть зеленый, хоть обжаренный. Вареники мне рекомендовали, многие друзья рекомендовали вареники с обжаренным луком. У меня в семье их не едят. И на продажу я с луком не делаю, потому что с луком тоже у меня ни разу не было заказа, чтобы вареники были с луком. Поэтому вот как-то вот такие вот предпочтения, поэтому готовлю, как уж мы едим. Так, попробую на вкус. Все, соли нормально, всего нормально. Начинка тоже будет нас ждать. Так, влажные руки. Ну вот, а теперь я буду готовить фарш для котлет. Это я все прокрутила. Теперь я это все перемешаю. И потом отделю килограмм. Мне нужен только килограмм мяса. Тут почти 3 килограмма получилось. Вот видите, не очень-то выгодно. Ну, хоть это мясо и осталось, чтобы дома поесть там, но там очень много кости, много обрезков. Поэтому для работы лучше покупать все-таки вырезку, намного дешевле.
Вот я заплатила 2300 за это мясо, а в итоге у меня получилось только 3 килограмма фарша. Если даже я бы купила отдельно без кости по 550 рублей у нас, вот без кости мягкое мясо, то у меня сколько получилось бы? 1650, да? А так получилось 2300. Видите, сколько? И осталось там не мясо у меня, а прям большая-большая кость. Я знала, что это так будет, но так получилось сегодня. Ну ничего. Все, я сейчас килограмм мяса отделю. Так, вот килограмм мяса. Теперь я прокручу. Тут у меня 300 грамм лука и 200 грамм картошки. Ну, кто как добавляет, друзья, я не знаю. И вот такой вот, видите, хлебушек. Вот 2 таких кусочка хлеба на килограмм фарша у меня идет. Сейчас прокручу быстро через мясорубку. Так, ну вот, прокрутила мясо. Ой, мясо говорю. Картошку и лук перекрутила. Теперь добавим соли. Такая вот чайная ложка с горкой. Где-то пол чайной ложки черного перца. И немножко красного жгучего. Тыква у меня уже варится. Подготовительный процесс, короче, друзья, идет. Так, конечно, из-за заказов я немного со своими заготовками опаздываю. Ну, как опаздываю, не успеваю. Так что мне еще... хотела чуть-чуть сахарку добавить. Правда, растительное масло не буду добавлять, а вот сахара добавлю. Где-то пол чайной ложки. Я добавила немножко жира, поэтому добавлять растительное масло не буду. Бывает очень вкусно, друзья, если добавить сахара чуть-чуть. Все, теперь тщательно все перемешаем. Хлеб тоже я отжала хорошенечко. И я даже не стала перекручивать. Добавила так. Ой, какой жгучий лук. Так, сейчас надо еще яйцо добавить. Очень плохо несутся. Я забыла сегодня показать. Я купила лоток яиц. Так, добавила яйцо, значит, и теперь немножко отобьем. И тоже пускай стоит немножко, пока есть время. Потом все потихонечку начнем делать. Теперь все у меня готово практически, кроме тыквы. Тыква варится просто. Тесто готово. Творог готов. Курочка тоже замаринована. Теперь я сейчас подготовлю банки. Мне надо, как я сказала, сейчас я вам покажу сразу же. Или нет, наверное, общий заказ покажу, да? Или как-то нет. Сейчас покажу банки. Поставлю в пакет, чтобы мне потом не надо было отлучаться, да? Ну все, пусть стоит. Сейчас накроем тоже крышкой. Так, все. Так, вот. Сейчас немножко сделаем дырочки на бедрышках, чтобы они прожарились. Так.
и смотря какая духовка. Минут на 40, друзья. У меня где-то 40-45 минут жарится. Так, ну вот. Это тоже у меня заказ сегодняшний. Это 14 банок вот такого вот салатика. Ну, микс-салат, как хотите называйте. Я называю его ингушским. И вот такая вот аджика, тоже 14 банок. 28 банок отправляется тоже. Это с заказом. Сейчас дальше я буду доделывать заказ. Сейчас это запакую в пакеты. Хорошо, если бы были бы коробки поставить, но, к сожалению, у меня их нет. Что я, наверное, в 4 или в 3 пакета запакую их. Так вот. 4 пакета. Ну и поставлю под сиденье на этих. Не разбились, наверное. Ой, когда-то много их делала на продажу. В этом году уже на продажу ничего не сделать, потому что помидоров уже нет. Только одни немножко перцы, и то дорогие. Тыква тоже наша готова. Сейчас я добавила сахару. Ну, неплохая тыква, неплохая. Конечно, можно было бы, чтобы она еще менее водянистая была. Ну, можно и на порог посмотреть, в духовке посмотреть. Но сама по себе тыква очень сладенькая оказалась, но я все равно сахарку добавила. Сейчас, пока буду жарить котлеты, тыква остынет тоже. Курочка уже стоит. Сейчас буду формовать сначала котлеты, а потом быстренько их обжарим. Все, пускай остывает наша тыква. Все потихонечку идет в процессе, друзья. Ну вот, а теперь будем обжаривать котлеты. Я уже их налепила, как видите. Получилось 15 котлеток. Масло уже горячее. И котлеты я обжариваю всегда в муке. У нас, во-первых, в духовке у нас не покупают, друзья. Вот многие говорят, почему не готовите в духовке. У нас как-то не берут и не заказывают на котлеты в духовке. Не знаю, вот нравится вот именно, чтобы они были обжарены в масле. Одна котлетка у меня 115 грамм. Вот в этом сейчас. У нас позавчера вот отключили газ, включили, и что-то он уже не такой прям вот, как раньше был. Ну, на котлеты хватит, сильнее не надо. Но вот лепешки печь все-таки огонь должен быть такой хороший. Вот, потихонечку обжариваются наши котлеты, я теперь начну подготавливаться к лепешкам.
Так, ну вот, котлеты готовы. Сейчас поставила сковороду для лепешек. Поставила масло уже. И будем делать лепешки. Вернее, мы уже делаем лепешки. Лепешки, ну, кто не знает, обжариваются на сухой сковороде. На раскаленной такой, на хороший. Ну, как раскаленный, горячий. Совсем раскаленный тоже гореть будет. Огонь должен быть такой вот. И не маленький, и не очень большой, но нормальный огонь. Ну и вот, друзья, заказ мой готов. Это лепешки с тыквой, с творогом, котлеты и курочка. Ну вот как-то так выполнила заказ. Ну вот так вот я запаковала их и теперь отправляю.